Это итоговый выпуск новостей. Расскажем о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Правительство поддержит безработных выплатами. Из резервного фонда выделено 20 миллиардов рублей на эти цели. Также в Кабмине заявили, что вакцинация против коронавируса будет добровольным выбором каждого. Парад в честь празднования Дня военно-морского флота прошел сегодня в России. Молодым семьям расширили возможность покупки жилья. Программа доступности позволит получить выплату на покупку квартир комфорт-класса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье эконом-класса. Также теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования уже действующей ипотеки. Программа предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи. Выплаты доступны в 83 регионах. В этом году мерой поддержки воспользуются более 15 тысяч молодых семей. На реализацию программы направлено 5 миллиардов рублей. Правительство одобрило и выделение средств на выплаты безработным. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду. Они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур. Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить 100% выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, говорится в сообщении. Заседание правительства состоялось накануне. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на выплаты безработным дополнительно выделят около 20 миллиардов рублей. Работникам стационаров компенсируют неиспользованные отпуска. Средства выделит правительство России. При расчете отпусков и компенсаций будут учтены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Принятие проекта распоряжения позволит компенсировать отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных вне стационарных организаций. 47 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. По данным регионального оперативного штаба, 39 инфицированных человек в Якутске, а также единичные случаи в Булунском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Алданском и Вилюйском районах. COVID-19 за сутки унес жизни 3 человек. Лаборатории провели 2833 исследования на коронавирус. Однако сдать тест может не каждый. Почему во время пандемии нельзя провести массовый забор анализов, выяснял наш коллега Роман Токмаков. Представьте такую ситуацию. Вы почувствовали себя плохо, налицо все признаки ОРВИ. Начинаете вспоминать, с кем общались в последнее время и были ли среди них люди с подозрительными симптомами. Первая мысль – срочно вызвать врача и сдать анализ на COVID. Так случилось и у жительницы Ленска. Врач подъехал после обеда, спросил о самочувствии, есть ли температура, кашель, чувствую ли запахи, какие есть хронические заболевания, какие препараты принимала. Выписал рецепт, велел пить больше воды и прописал постельный режим. На вопрос о сдаче анализов на ковид заметил, что платно можно сделать в любой медицинской организации. Но, как оказалось, нельзя. В Ленской районной больнице просто по желанию сделать тест на коронавирусную инфекцию невозможно. Мы берем только исключительно по предписанию Роспотребнадзора. Есть предписание, соответственно, мы берем. Основной контингент, которым берется мазки на ПЦР, это контактные первого круга уже с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Поэтому просто человеку с улицы прийти и сказать, что я имел контакт с ковидом, мы не берем, потому что для этого действительно нужно подтверждение. Окончательный вердикт выносят в столице республики, а всего в Якутии действуют 12 лабораторий. Сейчас у них горячая пора. Эксперты не могут обработать проб больше нормы. У одного исследуемого могут взять до 4 проб. Не в силах помочь и платные клиники. 2 частных учреждения в Ленске не предоставляют эту услугу. Поэтому в случае недомогания остается лечиться и ждать. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край».
Между тем, как стало известно, вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, интерес населения высокий. По принятому порядку сначала вакцину получат медработники и те, кто сталкивается с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно, сказал Мурашко. Министр также порекомендовал населению вакцинироваться от гриппа перед осенне-зимним периодом. Напомним, что ранее стало известно о сроках начала вакцинации. Ее планируют в следующем месяце после одобрения со стороны регуляторов. Сразу после этого планируется начать массовое производство. Будет произведено 30 миллионов доз вакцины при прогнозируемой потребности в 40-50 миллионов. Ситуация с пожарами в Якутии по-прежнему остается напряженной. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Алданского и Тампонского районов, где зарегистрировано 59 очагов природных пожаров. Жители этих районов борются с огнем всеми силами. Многие жалуются на проблемы со здоровьем, вызванные дымом. Как идет борьба со стихией сегодня? Саргалана Неустроева. Сегодня будни жителей северных районов больше похожи на жизнь во время боевых действий. На борьбу с огнем были подняты не только местные мужчины, но и женщины и даже дети. Села и деревни окутаны дымом, невозможно дышать, а огонь тем временем все ближе подходит к населенным пунктам. В общем, не получилось нормально встречный огонь пустить. Не хочет лес гореть. Только местами, где сухостой или зола сухих веток, листвы, конечно, горит. А так, по большому счету, сам лес не горит и все. Видимо, толку от встречного огня не будет. Остается только уповать на чудо, что дожди все-таки пойдут, иначе, видимо, с этим огнем нам никак не справиться. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действует 71 природный пожар на общей площади, пройденной огнем, свыше 250 тысяч гектар. При этом площадь активного горения составляет свыше 300 гектар. За сутки возникло 3 пожара и 12 ликвидировано. Однако, как уверяют главы улусов, ситуация находится под контролем. При этом в одном только Среднеколымском районе пожар подошел к 4 селам. В нашем районе, значит, Среднеколымском, сегодня 4, 23 населенных пункта, где рядом пожары стоят. Вот. Чтобы угрожать, таких пожаров нету. В поселках у нас чрезвычайная ситуация. У нас сегодня в районе действует 4 пожара. Вчера один прибавился в село Соболов. Вот. 4 километров горит линия ЛЭП. Есть очаг. Там выехали сейчас техника, трактор, человек 20 добровольцев. В общем, работа ведется. Пожар частично локализован. Ведется постоянное наблюдение. На фоне весьма обнадеживающих сообщений по интернету начала ходить рассылка об объявлении сбора средств для жителей села Сватай Среднеколымского района, в которой утверждается, что огонь подошел практически вплотную на расстояние чуть более 1 километра, а ситуация по состоянию на 25 июля не улучшилась. Пожар с юго-запада приблизился к селу на расстоянии чуть более 1 километра. Просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь. По состоянию на 25 июля 2020 года ситуация не улучшилась. Пожар не утихает. Припасы и силы населения заканчиваются. К слову, лесные пожары традиционно начались еще в начале июня, однако тогда они были вне так называемой зоны контроля. Там патруль идет, да, смотрит, наблюдает пожары. Вот. Но если нет опасности объектам, да, по населенным пунктам, объектам экономики, вот эти зоны выделены, это как бы зона контроля, она у нас идет, и там получается как неохраняемая типа, да, зона. Вот, поэтому там и не тушат пожары. При этом ситуацию возможно было и не доводить до критической отметки. Однако надежда на русский авось на этот раз не оправдалась. Свою лепту внесли жаркая температура и сухие грозы. Мы продолжим следить за ситуацией. Саргалана Неустроева, Айтал Колесов. 3 библиотеки Якутии получат на переоборудование 15 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура». Деньги поступят в сельскую библиотеку номер 13 централизованной библиотечной системы Якутска, в Хамустахскую и Бейдигинскую сельские библиотеки.
На получение средств для полной модернизации претендовали 56 субъектов. В итоге конкурсный отбор прошли 62 библиотеки из 34 регионов. В число победителей вошла и Якутия. Библиотеки получат по 5 миллионов рублей каждая. Предприниматели Мирнинского района оказали помощь сотням жителей Айхала и Удачного. Весной в период режима самоизоляции они передавали продуктовые наборы, медикаменты и другие товары. Сюжет Оксаны Мезенцевой. Один за другим в пакет отправляются масло, молоко, конфеты и рожки. В наборе продукты первой необходимости. 11 таких пакетов айхальский предприниматель передал нуждающимся в Удачный. Денис Литвинов охотно отозвался поучаствовать во всероссийской акции «Мы вместе». Сбор продуктовых наборов организовала местная администрация. В период режима самоизоляции в такой помощи особо нуждались многодетные семьи и пожилые люди. Изнутри идет как-то для себя уже как-то приятное такое состояние, ощущение, что помогать кому-то, нуждающему человеку. Подобные наборы собирали в другом магазине. 38 пакетов с необходимыми продуктами передал волонтерам и Азизела Махмудов. Наборы получили малообеспеченные семьи и пожилые люди из Айхала. Помогал предприниматель и врачам в местном обсерваторе. Медикам передавали свежие фрукты и овощи. Я считаю, что каждый человек, у которого есть возможность, он должен по меру своей возможности оказывать благотворительность тем людям, которые в этом нуждаются. Ну и тогда, я так думаю, что наше общество станет намного лучше и добрее. За бескорыстную помощь айхальских предпринимателей отметил глава Якутии Айсен Николаев. Благодарственные письма вручат 29 августа на празднование Дня города. В период пандемии они не остались равнодушными к проблемам, которые возникли у жителей нашего поселка. И более 10 предпринимателей активно оказывали помощь людям, нуждающимся людям. Предприниматели помогали и лекарствами, передавали нуждающимся самые разные, нужные именно им товары. Помочь удалось сотням человек. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В России сегодня отмечают День военно-морского флота. Главный парад прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В торжественных мероприятиях приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Парад в акватории Невы традиционно принимал верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Он обошел на катере парадную линию боевых кораблей на кронштадтском рейде и выступил с поздравлением к российским морякам. И далее эфир нашего телеканала продолжит повтор парада в честь Дня военно-морского флота. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.